Сегодня в программе: как выглядит статистика правонарушений за прошедшую неделю? Сотрудниками полиции раскрыта серия краж в городе Карабулак. Кто эти правонарушители и что они пытались украсть? Угарный газ стал опять причиной смерти женщины и ее малолетних детей. Несанкционированный митинг на федеральной трассе Кавказ был разогнан совместными силами МВД по республике Ингушетия и Северной Осетии. Кто принимал участие в митинге и что они требовали? Более подробно об этом смотрите далее в нашей программе. Всего за неделю произошло 66 преступлений и происшествий, из них раскрыто 54. Задержано транспортных средств 7. За ранее совершенные преступления задержан 1 человек. 7 апреля текущего года в дежурную часть ОМВД России по городу Карабулак поступило телефонное сообщение от местной жительницы, что неустановленные лица путем взлома входной двери проникли в квартиру, откуда совершили кражу денежных средств в сумме 2000 рублей. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудниками полиции ОМВД России по городу Карабулак по подозрению в совершении данного преступления задержаны 26-летний житель города Кисловодск и 30-летний житель Карачаево-Черкесской республики. В дежурную часть отдела МВД России по городу Карабулак обратилась 56-летняя местная жительница с заявлением о том, что в ее квартире имеется взлом входной двери и совершена кража принадлежащего ей имущества. В ходе проведенных по горячим следам личным составом отдела МВД России по городу Карабулак по подозрению совершения данного преступления были задержаны гражданин Иванов Умар Мухамедович, 1984 года рождения, уроженец аула Псиш Карачаево-Черкесской республики, находящийся в федеральном розыске за МВД по Карачаево-Черкесской республике с 2012 года по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть незаконный оборот оружия, и гражданин Клычев Руслан Юрьевич, 1988 года рождения, уроженец Ставропольского края, города Кисловодск, которые передвигались на автомашине ВАЗ-2114 белого цвета. В ходе осмотра данной автомашины было обнаружено набор дверных отмычек, набор отверток, резиновая дубинка, а также пистолет системы ПМ, снаряженный 6 патронами. В настоящее время задержанные дали признательные показания по 3 совершенным кражам на территории города Карабулак. – 10 апреля в дежурную часть МВД по республике Ингушетия из Ингушской республиканской клинической больницы поступило телефонное сообщение о том, что с диагнозом отравления предположительно бытовым газом были доставлены 29-летняя жительница сельского поселения Алиюрт Назарамского района и 2 ее малолетних детей. 10.04.2014 года в 10 часов 55 минут в дежурную часть ОМВД России по Назарамскому району поступило телефонное сообщение о том, что в РКБ города Назрань были доставлены 2 малолетних детей и их мать. При доставлении 2 детей скончались, на 2-й день скончалась их мать в реанимационном отделении. По предварительным данным, при выезде следственной оперативной группы на место происшествия установлено, что указанные дети и их мать скончалась от отравления утечки газа. По данному факту проводится проверка. Двое жителей селения Майское были задержаны сотрудниками полиции Северной Осетии. Долгое отсутствие родственников, вызванных в Следственный комитет Северной Осетии для дачи показаний, и невозможность установить с ними связь вызвало беспокойство у членов их семей. В поисках они отправились на Черменский пост, возле которого постепенно собралась толпа людей. Собравшиеся перекрыли федеральную трассу Кавказ. Среди митингующих были люди, которые не являются ни родственниками задержанных, ни соседями, ни односельчанами. Именно они пытались манипулировать людьми, которые находятся в состоянии эмоционального напряжения. Именно они провоцировали на радикальные меры. На место выехали министры внутренних дел Ингушетии и Северной Осетии. Они долго уговаривали их разойтись. Предупреждаю об уголовной ответственности, которая может возникнуть по перекрытию федеральной дороги. Поэтому предупреждаю вас от уголовной ответственности и прошу освободить федеральную дорогу. И только после долгих уговоров сотрудники правопорядка приняли силу. 28 человек задержали и посадили в следственный изолятор. По закону им предусматривалось 15 суток. По просьбе главы республики на следующий день их отпустили. Родственники задержанных благодарили главу республики Ингушетия Юзбекова Магдеевича Евкурова.
حدا ده خان البرجي خوي غلغي متابوش ديخردش هل حناخ أول ما خان ديوس بس نقطع بول بوشن وش تجموري يتري حبيبي نان وش ويا هج ساق وربراج ناو تقول كنت خنق مشعب خو تقول بريزيدنت وحالت دي خا يقمع حدات بقول شيء ديال فهموا الشيء تقول خا شاش ديخ هذا لي شو يا خريبي ضل حدوث ساعات قين كجنا مديش هاي يا غندري تا حقول ضل حقول دنديبي نغ مشعب خين شو يا شي هندوش خرج تخشي مور ما استوى شو ديك خليس اشت يبقى مش بخبير حدا نان ديوش نانيش نانوش ايش مش بخبير ايش بقى داكشا ازم سين خون ديا دوتسون يا اتشيتش دوشان يرم سون دوز شو دوغلزش حلو شو دوغلزش شو قغيتش خنر السيل دي عن شو دي عند دقيقه تبي احكوش انت يعني حسن حسين موسى طرخان عيسى يردش يعني عندي يعني شو تاع واش لك تحشد وجي هنا داني اني حسبي كاش تاع شو دقيقه تجي تبي احكوش باقينا حلبك لا باقينا دقيقه قامنا دقيقه زعيشنا دقيقه مش دقش مش دقش تغندي يرجع حد بول بتاع بريزيدنت وش بلجي باخ مخ بعشق يموت تجي تجيش بحتي حلبو اخر اي قد يتي اخر عاد يلا فهم واش صار يعني تغن صار علي تارش تبغى بيبيو نو تخيت سوت سياق قصدي لا حابات شلون تبطش على تقوي عن تغن صدوا دياتش ادمنستراتيف نشترافتي حوالي تشي تبغى بيش بقول دي هنا تخيت سوت يا تي وقت دي هنا تفوق خاص مو خاص بقول ده واش هذا تغن بريزيدنت شوات خلج عدل بول شوات خلج ورش شوات خلج شان دينو قصة مولو وسك شوات ثاني خلج ما هتواش ديودي شو شو الديودي في دواتك الشخص دواتك شو هم خد دواتك تعال هنز وعدل есть закон есть и порядок хати что кто вам позволит вообще федеральные трассы митинги демонстрации шамай люди есть закон есть и федеральный закон есть порядок тем более охрана общественного порядка